نقنقة يعني صاد وقد لها ноябрь день يقرأ سمورين تسيت اسигновая школа день بنедال район день образования день خلين пеше карар патал мобильная электронная школа тарганвай образование день تسي قيدا چرинун семинар телефона ам чирайонных ли карчи ва меценат село Таралай мерхемет лувилин фондунин тешкилачи Марат Шайдаеван теклиф талди ва кмек талди телефона семинарда Цумурин, Касумкурин, Вагастал Казмарин, Школарин, Малимри, Штракна. Аллах Девердин истемишн рекакасова электронное и мобильное образование тема дай, Тарсарт Хунин, Кайдайрих, Таниша Райди, экономика дин илимрин кандидат Татьяна Долговая. Адда час, семинар Хунин Максад Рикай Лагана. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Татьяна Валерьевна Долгова. Я представляю компанию «Мобильное электронное образование», в которой я возглавляю отдел методического сопровождения и профессионального развития педагогов. Наша компания достаточно давно, уже в течение более чем 15 лет, занимается дистанционным образованием, и новая ветвь нашего развития – это образование мобильное. Что же дает нам мобильное образование? В первую очередь, как следует из названия, мобильное образование дает нам мобильность, то есть свободу перемещаться. И образование начинает выходить из стен школьного здания. Мы можем проводить уроки и на природе, мы можем обучать детей на дому. Это, безусловно, расширяет все наши образовательные возможности. Мобильное образование дает возможность обучаться детям, которые либо по состоянию здоровья, либо по каким-то семейным обстоятельствам не могут посещать образовательные учреждения. Мобильное образование для таких детей – это шанс получить в дальнейшем высшее образование, выйти в жизнь, выигрывать олимпиады и, безусловно, получать качественные знания. С точки зрения педагога, мобильное образование – это не просто средство обучения, но это и изменение методики преподавания. Педагоги, которые уже давно работают с нашей системой, с системой мобильное электронное образование, меняют способы преподавания, их уроки становятся более интересными, более насыщенными материалами, повышается мотивация детей к обучению. И при работе с нашей системой у поголовного большинства учителей наблюдается эффект и подъема успеваемости, и, как я уже говорила, повышения мотивации. Дети проявляют очень большой интерес в работе с нашей системой. И еще один немаловажный момент, что наша система полностью соответствует федеральному государственному образовательному стандарту и требованиям единого государственного экзамена. Дети, занимающиеся по нашей системе, успешно сдают ЕГЭ. Очень многие становятся призерами и победителями Олимпиады. И в дальнейшем успешно поступают в высшие учебные заведения. В чем еще преимущество образования мобильного, образования электронного? Электронное образование дает в первую очередь огромный спектр изучаемого материала. У нас представлены и анимации, у нас представлены учебные тексты, разнообразные интерактивные объекты. И ребенок из пассивного слушателя превращается в активного деятеля. Меняется и позиция педагога. Если раньше педагог был только транслятором знаний, то сейчас роль педагога становится существенно важнее. Педагог становится сопровождающим ребенка, другом, товарищем, тьютором. И не просто передает ребенку знания, но ведет его по жизни и становится для него, безусловно, более значимым человеком. Я хочу поблагодарить коллектив Цмурской средней общеобразовательной школы. Мне было очень приятно работать с педагогами. Педагоги во время обучения проявили очень большой интерес, и очень сложилась приятная дружеская обстановка при обучении. И я надеюсь, что в дальнейшем наш проект продолжится. Хаикуз муниципальный районный ил Нариман Абдулмуталипов ва Марат Шайдаев Цумурин школы день эсигнар тхизмай. Конечно, Тарин Колахар Тхузвай Малим Арбатал Исигновай общежитие да, актовый зал да, школьный кредитюнар Гузвай пищеблок да, ва школа день Хамбал Хелдай Маштет Койра Хана. Колахар Физвай Халарис, Еририс ва Еришрис Фикиргана.